Не секрет, что Россия и Якутия, в частности, усилили сотрудничество с Китаем после ухудшения отношений со странами Европы и Запада. Введение экономических санкций в отношении нашей страны действительно отразилось на общей экономической ситуации. Однако, как заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, санкции играют определенную роль, но не определяющую. Одним из главных примеров – это Якутия. Согласно последним корректировкам республиканского бюджета, доходы выросли почти на 12 миллиардов рублей. Кроме того, удалось снизить дефицит почти на 2 миллиарда. О том, какие экономические и финансовые показатели ждут нас в ближайшем будущем, рассказал глава Якутии Егор Борисов во время интервью нашему телеканалу и холдингу «Сахамедиа». Во время общения с журналистами Егор Борисов сказал, что Якутия по аналогии с федеральным центром теперь будет принимать однолетний бюджет. Напомним, ранее в республике главный финансовый документ утверждался на 3 года. Изменения связаны с колебаниями цены на нефть и курса доллара. Я дал поручение правительству республики формировать при этом на уровне правительства трехгодичный финансовый план, чтобы мы все-таки по тем своим видениям, которые определили по курсу, по доходам нашим, именно формировать трехгодичный финансовый план. Это не бюджет будет утвержден как закон, а именно для того, чтобы ориентироваться под свои прогнозы в последующие годы. Этим мы будем заниматься. Что касается следующего года, то ожидается, что экономические параметры сохранят темпы роста. Валовый региональный продукт, а также уровень инвестиций продолжит расти. Это связано с работой крупных предприятий на территории Якутии, а также реализацией международных промышленных проектов. В 2015 году Сургутнефтегаз завершил свои большие стройки. Также завершил свои большие стройки Мечел. И Алроса тоже вводит шахту. То есть некоторые капитальные вложения, которые планируются, они сегодня завершают свою работу. И в результате мы чувствуем некоторые сокращения по тем старым проектам освоения средств. Но с другой стороны, взамен идет уже сила Сибири. Это все подтверждает, что экономика в следующем году будет выглядеть более устойчиво. Серьезная нагрузка ляжет на бюджет в части жилищного строительства. Глава республики не раз подчеркивал, что в 2016 году задача ввести 600 тысяч квадратных метров жилья. 5 лет назад республика строила жилье в целом по республике около 300 тысяч квадратных метров жилья. Примерно столько же будем строить в следующем году только в сельской местности. Поэтому и наращиваем строительство 2 раза по сравнению с 5-летней давностью. То есть, несмотря на общую картину, в республике мы принимаем такие амбициозные задачи. В целом, как подчеркнул Егор Борисов, бюджет 2016-го не будет принципиально отличаться от финансового документа этого года. Все обязательства, несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию в стране, будут выполнены. Высока вероятность, что ни одна социальная программа не столкнется с бюджетными ножницами.